Правильная организация работы общественного транспорта особенно важна в вечернее время, ведь после работы людям необходимо добраться домой. Зимой эта проблема обостряется из-за короткого светового дня и понижения температуры. Жители столицы подолгу просиживают, а зачастую просто стоят на холоде в ожидании транспорта. Люди уже привыкли, что после 8 часов вечера добраться в сторону нового района, старого поселка, Маяка и Синопа можно только на такси. Некоторые из столичных школ работают в 2 смены. Когда заканчиваются стандартные 6 уроков, на улице уже темно. Кирилл и Артур учатся во 2-й школе, а живут они в районе Маяка. Вечером перед учениками встает вопрос – остаться на последний урок и идти домой пешком или отпроситься и успеть на последний автобус. У меня школа заканчивается поздно, автобус тоже не всегда бывает, приходится пешком идти вот отсюда до дома. Когда уроки заканчиваются, иногда 5 уроков было, тогда еще можно успеть на автобус, депо, например, и поехать. А сейчас вот такого, в 6 часов он уже как бы уходит, и нельзя успеть на него со школы. Еще одна темная остановка и еще один одинокий школьник в ожидании транспорта, а на часах нет и 7 вечера. Стою вообще, маршруток вообще нету. Вообще выхожу, бывает полчаса стою, вообще транспорта нету вообще. И сейчас вот жду, нету уже, долго жду. Вечером единственная надежда горожан – троллейбус. Однако и этот вид общественного транспорта функционирует в столице лишь до 8 часов. С чем связаны подобные ограничения, в интервью нашей съемочной группе рассказал директор Сухумского троллейбусного управления. Чтобы троллейбусы вот так вот продлить их время пребывания по маршрутам, здесь все надо в 2 раза увеличивать. Во-первых, водитель троллейбуса не имеет права более 12 часов находиться за рулем. Это очень тяжелая работа. И все структуры, касающиеся движению троллейбусов, это, скажем, контактная сеть, это подстанция, это касса, это все рабочие, которые обслуживают транспорт, они все должны как бы перейти на двухсменную работу. Вот в чем заключается эта загвоздка. Сегодня на балансе управления значится 20 троллейбусов. Эти машины были поставлены в республику в 2010 году. По словам специалистов, срок их эксплуатации составляет порядка 10 лет. Ежедневно на линии выходит 10 машин, которые обслуживают 3 городских маршрута. Единичка курсирует от нового района к рынку, 2-й номер по маршруту Тхубун-Маяк, 3-ка ходит от железнодорожного поселка к рынку. По первому маршруту делается около 13-14 оборотов. Постолько, сколько, значит, троллейбус первый рейс выезжает 5:58, скажем, грубо в 6 часов. И он должен сойти в 8 часов. Другие маршруты то же самое. Одно единственное то, что чуть-чуть мы как бы задерживаем 2-й маршрут Маяк-Тхубун, исходя из того, что там протяженность около 25 километров. И поэтому, значит, 8 часов, когда оттуда троллейбус уже выходит, где-то оказывается здесь 8:30-9 часов. Троллейбус все еще остается самым популярным видом общественного транспорта в столице. Но по какой-то странной причине рогатые спасатели часто подвергаются нападкам вандалов. Если посмотреть на обивку сидений, можно увидеть, что она специально изрезана острым предметом. Стены салона исписаны, а кое-где даже изрисованы маркерами. Управлять троллейбусом – это достаточно сложная работа, признается водитель со стажем Вартан Аксузян. Сложно, конечно, движение по городу целый день, напряжение. Сложновато. Я работаю с 83-го года, еще при коммунистах начал. И здесь мы встречаем пассажира, который днем в троллейбусе, а на вечер планов нет, так как сложно добираться домой. В принципе, вечером-то никуда не выходим, зная, что с транспортом немножко проблематично, поэтому обычно сидим дома. А если так приходится, мало ли что, всякое бывает, то приходится транспорт долго ждать. Часто едут в гараж уже троллейбусы. Туда, куда не ходит троллейбус, должны ходить автобусы. Однако в городе существуют районы, куда добраться сложно даже днем. Улица Адыгейская, район Яштуха, подниматься очень сложно. После 3 часов практически маршрутки уже заканчивают свою работу, а автобусов нет. Раньше ходил автобус раз в час, и люди уже знали, что могут приехать и уехать
совершенно свободно. Автобусный парк столицы недавно обновился новыми машинами. Их распределили по маршрутам. Автобусы, так же как троллейбусы, ходят до 20:00. Хочется верить, что опрятный вид новых автобусов сохранится на некоторое время. Автобусы довольно-таки комфортные. Я вижу, граждане все довольны. Побольше вот такого транспорта, если у нас будет хорошо. Маршрутные такси – отдельный вид общественного транспорта. В городе официально зарегистрировано порядка 190 маршруток. По словам водителей, они выходят на линии ранним утром, но официально рабочий день начинается с 8:00 и заканчивается в 20:00. Иногда работа на одном из маршрутов, а именно проспект Аяйра, Новый район, затягивается до более позднего времени. По 3 минуты стоим на новом районе, сразу же мы отъезжаем. После 7 нету никого вообще, с рынка нету. Некому в нашем маршрутке не садятся. На автобусе, на троллейбусе садятся люди. На почте другой маршрутка стоит, там маршрутка стоит до 9, до 10 работает там. Крайне 8 часов мы оттуда уезжаем. До 8 это 100% работаем. Утренним пассажирам знакома еще одна проблема, связанная с маршрутками. Обычно машины до последнего пассажира заполняются на остановке у центрального рынка, а для тех граждан, которые хотят сесть в транспорт в центре города, не остается места. Это связано с утренним потоком студентов, говорит водитель Вячеслав Делба. Мы отсюда в Киласури, когда едем, 3-4 человека оставляем место, чтобы по дороге подобрать с утра. Каждый... Вот когда студентов, они сразу заполняют, даже 2-3 минуты до 10 часов маршрутов 20-30 уходит отсюда за течение часа. По словам начальника управления транспорта и дорожной безопасности столицы, в настоящее время ведется работа по корректировке движения общественного городского транспорта. И водителей, и пассажиров ждут нововведения. В частности, как отметил Тимур Абгадж, разрабатывается схема движения общественного транспорта для зимнего времени до 22:00, а в летнее время до 23:00. Занимаемся работой именно и с троллейбусным парком, и с автобусным парком, чтобы увеличить график движения автобусов. Те работы, которые сегодня есть, они требуют корректировки, и эти корректировки в процессе работы будут происходить для того, чтобы было удобно и горожанам, и сами водители тоже с нами стоят и не против того, чтобы те изменения, которые будут в лучшую сторону, чтобы они происходили. Впереди череда зимних праздников. В городе планируется проведение торжественных мероприятий. В связи с этим работа общественного транспорта будет продлена до позднего вечера, а в новогоднюю ночь автобусы и троллейбусы будут ходить полные сутки. Амелия Бисмарк, Ильдар Дамиров, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение.